На этом экзамене все по-взрослому для родителей. Никаких поблажек ЕГЭ. Папа и мамы сдают по всем правилам. Предъявляют паспорт и проходят регистрацию. Пронести шпаргалку, как в советское время, здесь просто нереально. Всех проверяют металлоискателем и забирают личные вещи. Фатима Ацейтова волнуется, как и 27 лет назад, когда сама была выпускницей. Сегодня она впервые после окончания школы села за парту. В этом году дочь Фатимы заканчивает 11 класс, и женщина решила подать ей пример, сдав ЕГЭ. С бланками тоже примерно знакомы, все. Единственное, мое мнение, самое сложное в экзамене, вот, например, русский язык, то это, конечно, сочинение. Потому что там уже нужно и мысли свои изложить, и как-то сформулировать какие-то там определенную тему, развить эту тему. А за процессом сдачи в режиме онлайн следит специальная комиссия. Это штаб-пункт проведения ЕГЭ. На экране видно каждого участника. Сегодня по правилам сдает одна аудитория, это 15 человек, 15 родителей, будущих участников ЕГЭ. Экзамен родители сдают только один по русскому языку, но уже без сочинения. Сократили также время на выполнение заданий. Вместо стандартных 4 часов 30 минут. Ровно в 11:00 организаторы раздают бланки, такие же, что в мае предстоит держать в руках их детям. Одна ошибка, и экзамен не сдан. Во время экзамена из аудитории попросили удалиться даже журналистов, ведь при выполнении заданий главное сосредоточиться вместе с остальными родителями за партой в роли экзаменуемого и глава республики. Мы приняли эту акцию и участие не для того, чтобы показухой заниматься, и министр образования с просьбой обратился, но и собрали там всех, в том числе и представителей Общественной палаты, Народного фронта, общественных организаций, научно-исследовательского института. И мы на своей шкуре поняли, насколько это сложно. То есть я, как глава республики, скажу, я пришел, хотя инструктаж был, все было, но все равно сложно понять, что надо мне делать пошагово. Ну а в целом мы сегодня на себе вот это все испытали. Я думаю, что в ближайшее время мы перед ЕГЭ проведем большое совещание. И я по этому поводу еще раз дополнительно дам поручение, чтобы отдельно делали упор вот на те вещи, которые я на себе испытал. Также, что и другие, которые там были, они тоже напишут, какие у них чувства. Исходя из этого, мы будем нашего ребенка готовить к сдаче единого государственного экзамена. В некоторых регионах страны аналогичный экзамен родители уже сдали. Основная цель акции – дать родителям понять, как проходит ЕГЭ. Министру образования республики Юсупу Костоеву задания показались совсем несложными. Тем более, что выпускники целый год усиленно готовятся к сдаче ЕГЭ. Атмосфера, сама психологическая атмосфера вокруг сдачи ЕГЭ, она искусственно созданная. Понимаете? Но тот базовый уровень сдаст у нас любой выпускник. Мне понравилась вот сама атмосфера, как прошел ЕГЭ. Это наша, так сказать, генеральная репетиция. Словом, цель всероссийской акции в этом и заключается – развеять мифы и разрядить обстановку. Главное, что экзаменуемые смогли преодолеть родительское волнение, которое в свою очередь может повлиять на то, как сдаст экзамен ребенок. Мы подали документы в разные вузы, 6 вузов, и мы везде прошли. И вот я 2 недели мучилась, куда же нести оригиналы. А раньше у нас же такой возможности не было. Поэтому я бы посоветовала родителям, чтобы и другим родителям, вот как и я, которые переживают за своих детей и хотят как бы хорошего будущего своим детям, чтобы уже они изначально, чтобы они уделяли внимание учебе. Результаты ЕГЭ для родителей по 100-бальной шкале не высчитывают, а проверяют только количество правильных ответов. Но самим участникам акции процесс сдачи экзамена показался важнее оценок. А основная волна государственной итоговой аттестации для выпускников начнется уже в мае. Ферида Миржоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.